беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы. Dari tanggal 24 hingga 30 Agustus tahun ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melakukan serangan besar-besaran dan 14 kelompok dengan senjata presisi jarak jauh, rudal aerobalistik hipersonik belati, serta serangan kendaraan udara tak berawak. Sebagai akibatnya, di mana fasilitas energi penting dan infrastruktur lapangan terbang Ukraina, depot bahan bakar, gudang senjata penerbangan barat, dan amunisi artileri terkena dampaknya. Selain itu, bengkel produksi kendaraan udara tak berawak, tempat penyimpanan kapal tak berawak, dan titik penempatan sementara unit formasi nasionalis dan tentara bayaran asing juga terkena dampaknya. Selama seminggu, unit kelompok pasukan utara terus menghancurkan formasi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Serangan operasional taktis, penerbangan tentara, kendaraan udara tak berawak, dan tembakan artileri mengalahkan personel dan peralatan unit 4 mekanik, tank, 2 brigade serangan udara Angkatan Bersenjata Ukraina, dan 3 brigade pertahanan udara, dan juga menggagalkan segala upaya militer Ukraina dalam merebut wilayah. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 4.840 personel militer, tank Abrams buatan Amerika Serikat, dan Leopard buatan Jerman, 4 kendaraan tempur lapis baja, 60 kendaraan, dan 57 senjata artileri lapangan, 23 diantaranya diproduksi oleh negara-negara NATO. 11 stasiun peperangan elektronik dan 16 депот amunisi lapangan hancur. В том числе одна «Хаймерс» производства США, 35 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Нанесено поражение формированием 6 механизированных, танковой, штурмовой, аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и бригады спецназначения «Азов». Отражены 34 контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял свыше 3450 военнослужащих, 2 танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе 3 американских бронетранспортера М113 производства США, 51 автомобиль. В ходе контрбатарейной борьбы поражены пусковая установка реактивной системы залпового огня РАКСа-12 хорватского производства и 38 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм западного производства. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 полевых складов боеприпасов. Решительными действиями подразделений южной группировки войск освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и техники 3 механизированных, 2 мотопехотных, 2 пехотных аэромобильной, 4 штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны. Отражены 5 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины за неделю на данном направлении потеряли свыше 4840 военнослужащих. Танки «Абрамс» производства США и «Леопард» производства ФРГ, 4 боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, из которых 23 производства стран НАТО. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов. В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений Вооруженных сил Украины. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3720 военнослужащих, 7 танков, 14 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Мардер» производства ФРГ и 2 бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 42 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и техники 2 механизированных, мотопехотных бригад Вооруженных сил Украины и 4 бригад теробороны. Отражены 18 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины.
Противник на данном направлении за неделю потерял до 860 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, в том числе 7 155 мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц западного производства, а также 4 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделениям группировки «Вознепр» нанесено поражение формированием пехотной, горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад морской пехоты и бригады теробороны. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 460 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии, из них 6 американских 155 мм гаубиц. Кроме того, уничтожены 7 станций радиоэлектронной борьбы и 3 полевых склада боеприпасов. Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, 3 оперативно-тактические ракеты «Атакамс» производства США, 4 тактические ракеты «У», 19 управляемых авиабомб «Хаммер» производства Франции, 31 реактивный снаряд «Хаймерс» производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции. Силами Черноморского флота уничтожены 6 украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 641 самолет, 283 вертолета, 30 701 беспилотный летательный аппарат, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 783 танка и других боевых бронированных машин, 1431 боевая машина реактивной системы залпового огня, 13 809 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 447 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.